Связи. Добрый день, Заирагам. Добрый день. Представительство президента Украины в Крыму сегодня тоже отметило на своей странице Facebook эту дату, заявив, что тогда, 23 февраля 2018 года, без суда и следствия был расстрелян Номан Челебиджихан. И там есть такая фраза о том, что этой жертвой советский режим открыл целую серию преступлений против крымско-татарского народа, апогеем которого стали события 44-го, говорится в этом заявлении. Но вот давайте попробуем проанализировать последствия гибели Номана Челебиджихана. К чему это привело? Скажем так, Номан Челебиджихан, он был и муфтием, и политическим деятелем одновременно. У него был огромный авторитет среди крымско-татарского народа. И вот как раз то, что он не был настроен на то, чтобы... то есть он говорил именно уже о самостоятельности, да, крымско-татарского народа, и возглавил как раз вот то правительство, которое было в Крыму, недолгий период, но он его возглавлял. А когда он был уничтожен, немножко в крымско-татарской среде разобщенность, да, были одни сторонники строить дальнейшие действия с большевиками, другие как раз таки наоборот с белогвардейцами, то есть с другой стороной. Результат то, что позже и страшных боевых действий, которые постоянно проходили в Крыму. Одна группа, вторая, то третья совершали свои набеги, и уже потом вот эти наш Голодомор, который был в начале 20-х годов, в результате которого где-то погибло по разным подсчетам около 60 тысяч крымских татар. 23 февраля 2014 года вы были участником митинга на площади Ленина в Симферополе? Вы помните эти события? Как все там развивалось? Да, конечно. Да, я хорошо помню эти события. Тем более мы были там до начала этого митинга. И вот, кстати, тогда интересные факты, когда уже по площади разгуливали пьяные люди, видно, с такой военной выправкой и с акцентом, да, таким неместным. Все это отличалось хаканьем, оканьем. То есть... И то, что на медальке потом было указано дата 20 февраля, это еще раз тому было подтверждение. Эти пьяные были сбитыми, как раз когда их уводили с площади, они еще грозились: подождите, мы вам еще покажем. Это вы говорите именно о 23 да, февраля, не 26-й, когда был? 23 февраля на площади мы когда... для того, чтобы не создавать конфликтную ситуацию, пригласили силовиков, там, милицию. Смотрите, там есть группа провокаторов. Скажите, пожалуйста, почему, если это было понятно уже 23-го, когда вы вышли на площадь, там звучали требования снять памятник Ленину, были призывы к целостности страны, почему тогда власть, центральная власть, не отреагировала? Неужели не было понятно, к чему это может все привести? Я не знаю, в то время центральная власть в Киеве, по сути, Янукович бежал, новое еще, скажем, не установилось. А в Крыму был Могилев, тот, который известен своим отношением к крымским татарам, своей ненавистью. Поэтому для него, наверное, то,
придет и усилит его позицию, было намного лучше, но он просто не ожидал, что он останется неудел, что вместо него поставят другого.